Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что по судьбе, что ждет на будущей неделе, что принесут и чем порадуют следующие 7 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите имя, дату рождения, так и спросите, что по судьбе, что ждет на будущей неделе. И давайте посмотрим. Я выбираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, работы очень много у вас будет на следующей неделе. Дел просто не в проворот. Да, нужны силы, нужна энергия, мои хорошие. Но я думаю, что многие из вас уже понимают, о чем я говорю. Здесь у вас грандиозные планы, плюс еще добавится то, чего не ждете. Все, что вы будете делать, будет для вас иметь положительный и позитивный результат. То, что вы справитесь, я даже и не сомневаюсь. То, что добавится, помимо того, что да, это как дополнительная нагрузка, так еще и дополнительный результат пойдет. Поэтому, мои хорошие, старайтесь кушать сбалансированно, отдыхать, да, соблюдать вот именно режим работы и отдыха. Ну и, конечно же, берегите свою нервную систему. Она у вас должна работать без сбоев. Да, сразу хочу сказать, будут очень упрямые, противные люди попадаться на вашем жизненном пути. И не только в общественных местах, но и дома кто-то может, знаете, как-то себя характерно проявить. Но, тем не менее, постарайтесь обойтись без конфликтов. Постарайтесь делать свое дело и не обращать внимания на всяких мелких раздражителей. Так, самое начало недели. Но здесь я вижу, прям глаза разбегаются, руки чешутся, работы много. С чего начать? Знаете, вот немножечко каша в голове будет. Плюс еще какой-то очень беспокойный человек рядом с вами, вот как дополнительную суматоху вносит. Будьте готовы, что вас будут призывать в качестве добровольного помощника, либо, знаете, как тайм-менеджера, вот какой-то человечек. Может быть, это ваш муж, может быть, кто-то из детей, из родственников. То есть человек никак не может организоваться. Человек не понимает и не знает, что делать, когда делать, а может быть просто лениться. И вот пытается вас каждый раз вот дергать, да, дергает, ну, а что мне делать, а скажи мне, а куда идти, а как идти, а что сказать, а что там написать, да, могут быть такие моменты. Смело посылайте куда подальше и так и говорите. У меня своя работа есть, я просто физически не имею возможности отвлекаться, да, и помогать себе. Ты человек взрослый, самостоятельный, пожалуйста, будь добр, разбирайся со своими проблемами самостоятельно. И это будет правильно. Дальше, мои хорошие, в начале недели тут еще какие-то деньги идут. Я не могу сказать, вы получаете эти деньги, либо вам будут передана определенная сумма денег, которую вы будете, например, транспортировать, да, перевозить с одного места в другое место. Может быть, вам нужно эти деньги куда-то, кому-то там передать, отвезти. Ну, как ответственность на вас идет. Кстати, как дополнительный стресс. Сумма не маленькая, вот, и будете переживать. Мои хорошие, ну что сказать. Я вижу, что, в принципе, переживать вам не за что. Каких-то казусов не будет, но все равно, как человек ответственный, да, понервничайте из-за этой суммы денег. Если вы захотите, например, отказаться, но я так думаю, что не получится. Попытка будет просто бесплодная. Мало того, человек, который вам эти деньги передает, ну, скажем так, будет недоволен. Недоволен, и какие-то могут быть даже мысли не очень хорошие по поводу вас. Поэтому все равно придется, поэтому не нервничаем, делаем все спокойненько. Денежки
Ну, вот, когда, чтобы у вас на глазах были, привезли, отвезли, ну, в общем, выполнили свою работу. Так, еще. Вот мне не очень нравится эта птица. Летит она вниз, но она не к вам летит. Она летит кому-то из ваших, может быть, знакомых, близких людей, родственников. Какой-то отказ. Вот знаете, как запрет, отказ. Как извещение, но негативная информация в этом извещении находится. Вот не разрешают. Человек просто будет в ужасе, такое шоковое состояние, как будто бы вот все рухнуло. Значит, что делать вам? Я вижу, что вы тоже, вас как-то заденет, ну вот как вы переживаете, не за себя, а за этого человека. Значит, пробуем еще раз. Вот человека просто так возьмите, встряхните и скажите: все, не время раскисать, надо за себя бороться. Отказали, подавай еще раз. Какие-то, может быть, причины есть отказа. Значит, нужно исправлять эти причины. Нужно добиваться своей силы. То есть ваша задача стимулировать ну вот, того, кто получил негативное извещение, на то, чтобы человек не сдавался, не оплакивал свою, скажем так, эту потерю, а наоборот действовал и добивался. То есть простимулируйте человека. Может быть, даже... Ну, я не вижу, чтобы вы помогали, как-то участвовали. Но вот скажите: я верю, вот я точно знаю, еще раз подашь, тебе уже одобрят. Да? Либо мы сейчас ошибочки подправим, доберем там необходимые, может быть, какие-то документы, и все будет замечательно. Это не приговор, это просто, ну вот, чего-то не хватило. Это не отказ в полной форме, как вам говорят, все и точка. То есть можно побороться и можно добиться. Вот здесь вы четко должны человеку сказать и мотивировать на то, чтобы не сдавался, а шел дальше и добивался того, чего он хочет, чего он ждет. Так, противные люди. Но смотрите, вот один прям даже с рогами вышел. Рогами, вот прям упирается рогами, и все, ничего не докажешь. Это, кстати, могут быть, ну, как партнеры ваши, да, партнеры по бизнесу, ваш партнер, с кем вы проживаете вместе в отношениях, в паре, в браке. Также могут быть начальники. То есть человек дает вам какие-то противоречивые либо указания, либо распоряжения, либо просьбы какие-то вам дает, но в каком-то командном таком, знаете, вот ты должна и все. Вот все оставь и сделай. И вы очень много времени можете потерять на то, чтобы этому человеку доказать, да, либо уговорить, может быть, в какой-то степени, что это распоряжение, либо эта просьба, оно абсолютно абсурдное и никакого смыслового значения не имеет. Ну, в принципе, это невозможно сделать. Вот. Что я хочу вам сказать? Не тратьте время. Абсолютно не тратьте. Вы видите, что человек не в себе, да, дает такие указания. Берите и делайте. Оно не получается. Вы этого человека зовете и говорите: вот посмотрите. Не получится. Это так не работает. Человек начнет говорить: да как, да сяк, а вы, пожалуйста, покажите мне. Примером своим покажите. Вот у вас получится, я посмотрю, как вы делаете. Ну и дальше буду делать. Человек попробует, ничего не получится, почешет себе голову, скажет: ой, а ты ведь была права. Что-то я вот там перепутал и напутал. И знаете, и конфликта не будет. Это самое главное. И второй момент. Человек, вот прям в глазах этого человека вы вырастете. И в следующий раз, когда вы этому человеку укажете на ошибку, не будет давить на своем, настаивать на своем и прислушиваться к вашему мнению. То есть как-то с пользой даже. Избегайте конфликта вот именно с этим упрямым человеком. А то он, знаете, такой импульсивный, он может даже нагрубить, вот если с ним конфликтовать. Ну, либо с ней, да, может быть, это женщина-начальница. Либо меня смотрит мужчина, и ваша жена там что-то будет от вас требовать невозможного. Так, идем дальше. Здесь вот с детьми могут быть какие-то капризы, какие-то просьбы. Ребенок, ну, действительно вот начнет себя вести противно, вот честно говорю, да, бывает такое, когда дети вот что-то вот с ними такой протест идет, да, и специально как назло начинают что-то делать. Мои хорошие, что-то беспокоит вашего ребенка. И здесь нужно разбираться. Вот прям потратить время, посидеть, ну сколько там, час-два, но потратить время и разобраться, что на самом деле беспокоит ребенка. Чем вызвано именно такое поведение, чем вызваны эти капризы, просьбы, прочее. И если вы потратите время, поговорите со своим ребенком, во-первых, вы сможете договориться, во-вторых, не будет никаких проблем, и в-третьих, у вас даже сближение с вашим ребенком пойдет. Так, еще один противный человек — это пожилая женщина.
пожилая женщина с какими-то жалобами, критикой, тоже, знаете, и просьбы могут быть всякие, ну, абсурдные, да, может быть, это ваша бабушка, мама, может быть, это свекровь, там, бабушка мужа, там, сестра, может быть. У нее какая-то скука, понимаете, у нее прям чешется, да, поговорить, пожаловаться. И очень важно, чтобы ее выслушали, согласились. Все, знаете, как признали, что ты святая женщина, а мы все здесь, извините, случайно оказались. Все тебе мы должны, мы это знаем, там, по гроб жизни тебе благодарны. Ну, такого она ждет. Значит, мои хорошие, либо вообще игнорим, особенно если по телефону, понимаете, начинает звонить, вы включаете телефон, идут тут бесконечный поток там, претензий, высказываний и негодований, а вы просто так трубочку положили, да, и занимаетесь своими делами. Она там наговорится, ей не важно слышать ваши ответы, важно, чтобы она могла высказаться. Высказались, вы говорите, да, все, поняла, простите, извините, будем исправляться. Все, и вы довольная. И она очень будет довольна вот именно таким подходом. Хуже, конечно, если лично. Но если лично, тогда не знаю. Если есть у вас, например, там наушники беспроводные, либо волосики у вас длинные, да, там припрятали себе, но сидите, слушайте музыку. А она пусть там рассказывает. Вы, главное, кивайте периодически и такое лицо, да, грустненькое делайте с сожалением и такое немножечко как со смущением. Вот это она кайфанет, вот это ей хорошо будет. Ну и в принципе вам. Спорить, ругаться, доказывать — это себе во вред, поверьте. Такую женщину, как она, не переспоришь. Нет. Там ни аргументы, ни доказать, ничего не действует. Ей хочется поговорить, у нее там накипело, подгорает, пока не выскажется, не успокоится. Как только она выговорится, поверьте, станет опять милым человечком, да, милой бабушкой, замечательной золотой свекровью, любящей мамочкой. Ну, сами понимаете. Да, и еще, кстати, на радостях скажет, ну вот я тебе там все высказала, да, я вижу, что ты хочешь исправляться, хочу тебе вот подарочек сделать, да, вот может даже что-то сделать для вас, купить, может быть, испечет там пирожков, может быть, даже что-то вам там, по дому поможет, да, как-то вот постарается для вас. Это, кстати, будет очень полезно для вас, потому что у вас на дом времени, скорее всего, не хватит. То есть домашняя работа у вас будет пищать, скорее всего, как к выходным даже скопится, если вы работаете, придется вам потом потратить достаточно много времени для того, чтобы все переделать. Там порядок навести, там стирки, глажки, уборки, сами понимаете, все вот это вот бытовая мишура. Тут какой-то день вам просто придется выделить на то, чтобы переделать очень много домашней работы. Ну, мои хорошие, я думаю, что вы все девочки взрослые, вы понимаете, что, как и зачем. Помогать, но кроме вот этой пожилой женщины, я не вижу, чтобы кто-то вызвался вам помогать. Причем, вы знаете, даже информация идет, качество помощи. Вот если вы будете просить там от детей, от мужа, будет так себе. И у большинства отыграется, что придется еще и переделывать. Зачем вам двойная работа? Нет, она вам не нужна. Поэтому, мои хорошие, выбираем себе денечек и так методично, спокойненько занимаемся домашней работой. Работа, она не волк, в лес не убежит, но все равно делать придется. Так, здесь вот у меня 3 веселых человечка. Что-то очень бурно будут обсуждать, какие-то разговоры, причем, знаете, вот все, как водичка течет, обо всем поговорите, о ценах, о политике, о любви, там, может быть, обсудите там каких-то знакомых, там, поудивляетесь, скажем так, поругаетесь, вот все будет. Как-то время вы проведете. Но мне почему-то идет, что это, не знаю, то ли перерыв на работе, то ли какая-то встреча случайная, да, когда 3 подружки встречаются и все, понеслась душа в рай. Очень много разговоров будет. Мои хорошие, все классно. Вы, можете и выговориться, и душу облегчить, и новостей очень много узнать. Но старайтесь про себя ничего не говорить, особенно про свои планы. Любые, абсолютно любые. Допустим, вам на следующий день нужно идти там, в госучреждение. Ничего не говорите, просто молчите, слушайте, может быть, на какие-то общие темы поговорите, но про себя, про свои планы ничего не говорите. Прям не рекомендуют вам этого делать.
Не хочу говорить там про сглазы, про прочее. Ну, лучше сдержитесь. Сдержитесь и поверьте, вот именно у этих женщин не следует просить совета, не следует просить помощи. В лучшем случае ничем не помогут, в худшем случае только лишь там лишнего наговорят, вы либо расстроитесь, либо распереживаетесь. Ну, это ни к чему. Поэтому молчим. Так, семейная жизнь, семейная пара. Мужчина будет честно бесить. Вот будет бесить, причем там дня 3-4. Какой-то он, ну я не знаю, как не с той ноги каждый день будет вставать. Неряшливый, косорукий, да, может даже какие-то вот ущербы наносить, ну, конечно, не полномасштабные, но тем не менее. Что-то разбить, перелить, опрокинуть, на себя может, кстати, опрокинуть. Вот, сразу, вот, пока не забыла, хочу сразу сказать, на этой неделе высокий риск получения ожогов. Ожоги, либо это солнечные ожоги, ну, как на коже, да, либо это бытовые ожоги, там утюг, горячая вода. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны и за детьми обязательно смотрите, особенно за маленькими. Не ставьте чашки с горячим чаем, либо чайники, электрочайники, не ставьте на край стола. Прям берегитесь, мои хорошие. Проверяйте комфорки, печки, да, вот чем вы пользуетесь, чтобы дети случайно тебя не поранили. И также за мужчиной, вот как за ребенком смотрите, кто с мужчиной живет. Даже если мужчина это ваш сын, и он уже взрослый. Все равно могут быть какие-то случаи. А вообще рекомендую вам вот прям в понедельник купить средство от ожогов. Какое-нибудь универсальное, да, которое помогает и при солнечных ожогах, и при бытовых ожогах. Вот прям идет вот жар и покраснение, пульсация кожи идет. То есть вот предупредили вот четко по поводу ожогов. Так, и кстати, да, для мужчин еще хочу сказать. Почему-то вот идет еще ожог, может быть, как от машины. Я не знаю, можно ли обжечься от машины. Ну вот может быть что-то такое с машиной. Транспортное средство. Может быть, там вода закипит или не знаю, как там происходит. Я просто не автолюбитель, я не очень разбираюсь. Вот это для мужчин именно конкретно. Мужчину своего предупредите, если он машиной постоянно пользуется. Быть крайне осторожным и аккуратным. Так, про вашего мужчину. Ну, безалаберный, честно. Безалаберный, такое вот поведение. Вы, честно, будете удивляться, что с тобой случилось, почему ты так себя ведешь. Немножечко как потерянный в прострации. Знаете, как голова в одну сторону, ноги в другую сторону, ну и руки, извините, вот как-то переместились в пятую точку. Вот у вас будет такое впечатление от вашего мужчины. Ну, я так скажу, это временно. И временный эффект. Скорее всего, вот дня 3-4 он так себя будет вести, а потом войдет в норму. Что это было, здесь не показано, что это, вернее, будет. Но я вас предупредила, да, вот такое поведение может быть у мужчины. Плюс могут быть какие-то даже потери вот по деньгам, да, то есть спустил деньги просто ни на что, да, какие-то покупки странные. И да, девочки, если у вас какая-то ограниченная сумма бюджета вашего семейного, пересчитайте, пересмотрите и лучше перепрячьте, потому что мужчина может купить какую-то, извините, хрень, потратит ваши последние деньги, а вам потом нечем будет оплачивать там коммуналку, либо кредит, либо ну, какую-то важную там, вещь купить, либо продукты купить. Прям как не в себе, понимаете? Вот понедельник, вторник, среда, четверг – это дни риска, он как не в себе. Старайтесь контролировать деньги, да, общий этот бюджет ваш семейный, чтобы он случайно там спиннинг себе дорогой не купил. Может быть, он и не рыбак, но может купить, либо там гитару, хотя играть на гитаре он не умеет. Вот. Либо кто-то его там подобьет какую-нибудь лотерею купить, да? Вот прям контролируйте, деньги контролируйте обязательно. Так, для тех, кто у меня встречается. Мужчина может быть, ну вот действительно, как ни рыба, ни мясо. То он к вам горел, то он к вам скакал, бежал, а то раз такой весь ник, особого там желания не проявляет, там не встречаться, не общаться. Вы с ним говорите, такое впечатление, что у него там в жизни 0,5% осталось. Ну, тоже, знаете как, не весело вам будет. Значит, девочки, ни в чем себя не виним, не ищем причину, там, что кто-то завелся у него на стороне, либо там он ко мне интерес потерял. Там что-то связано со здоровьем, либо
вот здоровье, да, физическое либо психологическое. Может быть, какой-то стресс он получил. И он прям, знаете, как... Вот ему ничего не хочется. Вот действительно, там ни любви, ни кушать, там, ни какой-то активности. Вот ему нужно подумать, обдумать самостоятельно, да, как-то разобраться с этой проблемой. Он вам не скажет, что случилось, он стесняется. Ну, понятно, да, здоровый мужчина встречается с красивой женщиной, как он будет говорить, что у него проблемы со здоровьем. Либо как он будет вам рассказывать, что он где-то там ошибся, кто-то его там подставил, подвел. Ну, а вы же логично спросите, а где были твои мозги, да, куда ты смотрел? Вот он стесняется, рассказывать не будет. Так что здесь вот как немножко замирание идет в личностных отношениях. Но не переживайте, это временно. Туда суббота-воскресенье, смотрите, вы еще куда-то вместе пойдете, очень весело время проведете. Вот видите, вы это прям за руки держитесь и такое сердце образовали. Очень неплохо будет все. Романтика пойдет, вот ко все назад вернется, даже усилится. Он решит свою проблему. У него настроение улучшится, ну и, пожалуйста, любовь, морковь со всеми вытекающими. Так, а здесь к вам на порог вот какой-то человечек идет. Но это не дом, Может быть, кто-то попросит встречи, может быть, на работу к вам кто-то придет. Но вы этого человека знаете, вы знаете и недолюбливаете. Этот человек, возможно, вас обманывал, либо как-то с вами так не по-честному поступал. Вот. В этот раз этот человек идет как с повинной головой. То есть либо покаяться, повиниться, либо если человек брал в долг, то будет либо передоговариваться, скажем так, отодвигать сроки выплаты долга, но что-то даст. Да, вот как залог даст, скажет, ну вот так случилось, не могу. Вот. Либо как в чем-то признается человек, да, вот хочется облегчить душу. Для вас, конечно, это будет сюрпризом, неожиданностью. Почему-то вы как крест на этом человеке поставили и думаете, что ну нет. Ничего мне уже от тебя ждать не приходится. Ну, в принципе, и не ждете. А нет, появится. Причем так, кстати, у кого-то бывший может появиться. Особенно, знаете, такой должник по алиментам. Будет прям там расшаркиваться, извиняться, там 1000 извинений, ну, там пару копеек даст, ну, так утрированно говорю, да, пару там купюр, и скажет, не, все отдам, как только там работу найду, либо как только мне зарплату выплатят, сразу же тебе отдам. Вот. Стоит верить, ну, тут не показано, но то, что человек решил облегчить свою душу, это точно. Пока вы ему не скажете, окей, я тебе верю, там, либо я тебя прощаю, там, извинила и прочее, он от вас не отстанет. Вот, чтобы вы четко понимали. Так, здесь какая-то женщина, вот она мне не нравится, честно. Она, ну, такая модная, ярко красится, там все какие-то новиночки, все это на ней, любит себя на показ выставлять. Вы ее тоже недолюбливаете, ну, такая пафосная женщина. Вот. Женщина эта, смотрите, что будет делать. Она почему-то начнет идти к вам на сближение. И вы так на нее будете смотреть с подозрением и думать: слушай, рыбка, что это ты к моему берегу плывешь? Вот. А эта женщина, знаете, у нее какой-то чисто профессиональный интерес. Вот что-то у вас есть, либо чем-то вы обладаете, что ей крайне важно получить. Может быть, вы в чем-то лучше разбираетесь, чем она. Почему-то похоже либо на работе, либо по соседству. И вот она прям, знаете, как без мыла в одно место будет лезть, прям набиваться и в подружки, и в собеседницы. Пока до сути дойдет, вы аж прям от нее устанете. Получается, что такая пафосная женщина, которая вас раньше в упор не замечала, вдруг пришла и вся такая, как овечка, да, вокруг вас с бубном будет плясать, да, чтобы вы ей помогли, либо что-то для нее сделали. Так. Здесь вот какой-то, не знаю, то ли потасовка, то ли как драка. Вот чего-то вы испугаться можете. Это без вашего участия, не переживайте, никто из ваших близких тоже участвовать не будет. Либо на ваших глазах
либо неподалеку от того места, где вы находитесь. Вы либо как последствия увидите, либо кто-то прям в красках расскажет, что происходило. Мои хорошие, ну, в жизни все бывает. Кто-то дерется, кто-то мирится, там, рождается и погибает. Это нормально, это жизнь. Поверьте, вам ничего не угрожает, и не стоит вам наперед бояться. Так, ну еще вот хочу сказать по поводу каких-то закупок, покупки, либо желание поучаствовать, либо кого-то вы будете просить, чтобы для вас покупали, и будете почему-то переживать очень сильно. Не переживайте, все нормально, вам купят то, что надо, привезут, отвезут, переживать не стоит. Если вы сами будете что-то покупать, то, что вы будете искать, вы найдете. Вы найдете, купите, все будет замечательно. Не знаю, почему-то прям как вы как на нервах, да, успею, не успею, куплю, не куплю. Может быть, там закончится, разберут. Нет, все будет нормально. Если вам пообещают, все будет хорошо, если сами пойдете, будет еще лучше. Так что переживать вам не стоит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.